Добрые летние денечки, с вами Максим, и мы продолжаем программировать. Итак, нас ожидает уровень 12, страшная дверь. За страшной дверью лежит сундук, полный сокровищ. Мы любим сокровища, и мы хотим их достать. Так, сокровища я вижу, что похоже очень на щеночка. Сундука я там не вижу, как здесь, но я вижу собачку. Может, нам собачку дадут? Итак, уничтожь дверь. Угу. Смотрите, у нас повторяющий метод может быть и такой, как атаковать. Наша цель уничтожить дверь, больше ничего не сказано. Давайте попробуем уничтожить дверь. Итак, давайте вспомним, как вообще атаковать. У нас есть команда attack. Тогда пишем hero. Выбираем команду attack. И в круглых скобочках, внутри кавычек, мы должны назвать нашего врага. Нашего врага зовут очень странно, его зовут дверь. Отлично. И смотрите, если мы один раз запустим, наш герой один раз ударит, все. Это неправильно, да? Мы должны сделать команду меньше 3 выражений. Итак, давайте попробуем, если мы вот так, вот так, вот, ой. Так, пауза, ребята. Итак, продолжим. Извините, что немножко прервался. Итак, мы хотели с вами несколько раз атаковать дверь. Вот так, давайте запустим. Раз, два, три, четыре. Дверь не сломалась. Все, мы, кажется, не успеем. Все-таки нам потребуется что? Правильно, нам потребуется повтор. Итак, мы знаем команду while true. И мы здесь пишем attack и door. Все. Теперь, когда мы запустим, у нас будет следующий. Наш герой будет постоянно бить дверь, пока она не сломается. Итак, мы уничтожили дверь, у нас есть бонус, и мы, конечно, к щенку не подошли, но ничего страшного, может, мы получим его. Итак, уровень пройден, страшная дверь, ты можешь видеть лучше в полумраке, используя подарок с умом. Угу. Теперь мы можем видеть в темноте. Интересно. Ага, так, загружается следующий уровень, который, скорее всего, мы с вами пройдем на следующем занятии. На этом пока все. С вами был Максим. До новых встреч.